Дядя Хелшем, попробую рассказать коротко о личном кабинете преподавателя, ну и в целом, как это все у нас проходит. Конечно, мы перед началом работы будем еще проверять связь дополнительно, но предварительно просьба ознакомиться с данным видеоматериалом. Итак, буду сейчас на примере какого-нибудь тестового преподавателя и тестового ученика показывать, как это все выглядит. Вот есть ваш личный кабинет. Вот ЛК, личный кабинет, lk.ishkola.com. Ну, вот это слово логин не обязательно, он автоматически становится. Вот lk.ishkola.com. Вот попадаете сюда. И тут вводите свой электронный адрес и свой пароль. Ну, перед началом работы вы получите эти данные. У меня тут уже забит такие тестовые данные. Я вхожу в личный кабинет. Вообще рекомендую этот личный кабинет как-то сохранить. Вот, например, поставить здесь звездочку в закладке, чтобы сохранилось это, чтобы каждый раз не вводить вручную. У вас это где-то во вкладках будет сохранено. Итак, вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь у вас отображаются уроки на сегодня и в целом календарь занятий на текущий месяц. Месяц тоже можно листать. По умолчанию текущий месяц выдается. Так как это тестовый ученик, тут один ученик только. Вот он, допустим, занимается 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. Ну, правда, не совсем удобное время, он занимается в 1:30 ночи. Ну, это как пробный вариант у нас тестовый. Итак, это главная страница. Тут видно, что первое занятие, ученик, здесь или имя ученика, если это индивидуально, если это группа, то название группы начинается во столько-то, заканчивается во столько-то. Видно, что значит час продолжительность. Также нужно обратить внимание, что порой бывает, что урок длится 45 минут. Соответственно, окончание будет написано в 2:15. На это тоже обращайте внимание. Кнопка «Начать занятие» и инструменты. Инструменты у нас еще в процессе. Тут подразумевается, что можно будет как-то редактировать это занятие, переносить занятие, но лучше пока сюда не открывать, потому что этот момент мы еще не доработали. Если что-то нужно перенести, отменить, то лучше писать администраторам в Telegram. И дальше что? Потом идет пункт «Все занятия». Тут отображаются все ваши занятия на текущий месяц по хронологии. То есть какие-то прошедшие уроки. Видите, здесь уроки отменились. Это вот сегодняшний урок, допустим, ну и так далее. Тут что мы видим? Видим уже более детальная информация об этом уроке. Какой урок, в какую дату, во сколько количество учеников, какая была ставка и по плану сколько получается к оплате. Соответственно, если урок отменился, то и к оплате 0 здесь выстраивается. И также, если несколько учеников, то все занятия всех учеников здесь будут отображаться. То есть может быть такая длинная таблица, может быть. Тут мы видим, что у этого ученика ставка 300 рублей. То есть за один этот урок ставка 300 рублей. Соответственно, план 300. То есть, и он показывает сумму к оплате. То есть это даже не к оплате, это план на этот месяц, грубо говоря. То есть в этом месяце, в апреле, планируется, что преподаватель заработает вот столько-то рублей, допустим. Это тестовый аккаунт. Здесь, конечно, не будут занятий по другим месяцам. Но если выбрать март, он покажет прошедший за март, за февраль. Если просто выбрать апрель, потом можно выбрать дату конкретную, там на конкретную дату какие занятия.
Вот на 20-ю только одно занятие у нас одно отменилось. Вот это вот планируется и так далее. Потом раздел график. Этот график мы тоже, в принципе, пока что заполняем его за вас. Вам здесь заполнять его не нужно. Но учтите, что все, что вы здесь видите, мы на эти часы и рассчитываем. То есть на это время мы будем ставить вам уроки. Ну, не обращать внимания, какие здесь именно часы. Это все-таки тестовая страница. А так здесь будут там 16, 40, 17, 50 и так далее. Вот все, что будет указано в вашем личном кабинете, на эти часы мы будем ставить занятия вам. То есть по умолчанию мы считаем, что вы готовы в это время проводить уроки. Если даже не мы, то ученик сможет переносить свое занятие на указанное здесь время. Поэтому рекомендую регулярно смотреть свои занятия, заходить каждое утро, каждый день, заходить в свой личный кабинет и смотреть, когда какие уроки у вас планируются. Если у вас что-то меняется, какие-то часы вы не можете проводить занятия, какой-то день нужно убрать, там, сделать выходным и так далее, то пишите нам в Telegram, нашим администраторам, что нужно скорректировать там график ваш и попробуем поменять ваши часы. Так, и раздел «Частые вопросы». Так, тут можете как-нибудь ознакомиться, какие-то технические моменты. Тут написано, как это все работает, какие-то вопросы, которые часто у нас возникают. Рекомендую периодически заходить в этот раздел, мы его пополняем время от времени. Тут как-то уже какие-то вот эти детали расписаны технические. Так-то наши администраторы на связи помогут вам с этим, но рекомендую предварительно с этим разделом тоже ознакомиться. Это что касается меню. Ну и справа вот видите кнопка, вот это такой колокольчик, сейчас он такой пустой, просто серый. Так это типа некие уведомления, если администратор решил о чем-то уведомить преподавателей, то вот здесь вот появится, ну, этот колокольчик будет двигаться и такая красная кнопка будет. Ну, если вот нажать, вот видим, уже были какие-то уведомления, например, на месяц Рамадан. Тут мы попросили преподавателей, ну, подробнее расписали, что мы планируем делать на месяц Рамадан и так далее. По поводу видеозаписей, так, это вот это. Собственно, это раздел уведомлений. Вот. Дальше что? Дальше, ну, вот это вот меню редактировать. Тут, в принципе, тут нет как такой функциональности, можете не обращать внимания на эту часть. Все, допустим, дальше что? Настало время, ну, 1:30 ночи, допустим, у вас урок. Пока вы не нажмете кнопку «Начать занятие», ученик не сможет подключиться к уроку. Вот этот момент учтите. Соответственно, очень важно, чтобы вы нажали «Начать занятие» еще до 1:30, чтобы вы хотя бы за пару минут до начала занятия были уже на уроке. После этого только ученик получит уведомление, что вы подключились. Давайте этот момент попробую продемонстрировать. Вот, допустим, вот такой вот личный кабинет ученика. Давайте я его чуть-чуть вот так вот сдвину. Так. Вот так вот. И вот так вот. Так. Это у нас... Вот справа это личный кабинет ученика. Так, ладно, он так вот съезжается. Давайте все-таки полноценно покажу. Вот это личный кабинет ученика. Видите, тут чуть-чуть по-другому у него отображается, какое было последнее занятие, какое ближайшее, что по оплате. Вот примерно вот так вот это колокольчик я имел в виду. Видите, он двигается. Ученику тоже пришло уведомление. Итак, вот видим, да, ближайшее занятие у этого ученика в 1:30 ночи. И тут написано, что кнопка «Подключиться» появится, как только преподаватель подключится к уроку. Соответственно, мы
вот тут вот преподавателя нажимаем «Начать занятие». Пока у нас грузится урок, и у ученика видите, да, появилась кнопка «Подключиться». То есть, как только преподаватель подключился, у ученика появляется кнопка «Подключиться». Так, вот подключается преподаватель к уроку. Первое, что появляется, это подключение к микрофону. Подключение микрофона или только слушать. Ну, преподавателю лучше сразу включать микрофон. Можно включать и только слушать. В этом случае вас не будет слышно, но вы будете слышать присутствующих. В данный момент никто никого не слышит. Видите, если на фоне приглядеться, вот вы подключились как пользователь, и тут пустой вот этот значок здесь, пустое такое пространство, место, имеется в виду, что вы еще не подключились. Нажимаем кнопку «Микрофон». Первое, что он спрашивает, при первом подключении он спрашивает разрешение на использование микрофона. В принципе, разрешив один раз, не нужно будет каждый раз разрешать. Соответственно, нажимаем «Разрешить». Дальше, видите, сейчас уже есть небольшое эхо. Система хочет убедиться, что у нас все работает. И вот спрашивает, слышите ли вы себя? Мы выбираем «Да». Все, теперь вы подключились. Вот при каждом вашем голосе тут появляется значок, как бы подсвечивается ваше имя. Также видим вверху, что идет запись урока. Запись автоматически включается. Что мы делаем дальше? Дальше мы, пока ученик не подключился, рекомендую пока остановить запись, чтобы зря время не шло, потому что когда будет ученик потом смотреть запись в личном кабинете, чтобы первые 5-10 минут просто какой-то звук будет или шум из вашей квартиры будет, я не знаю. В общем, это ненужная запись, можно ее пока остановить. Но главное, не забыть ее потом включить. Вот нажимаем кнопку «Остановить запись». Так, дальше. Дальше мы можем загрузить материалы на урок. Так, прежде давайте коротко расскажу об интерфейсе, что к чему здесь. Вот слева видим такой некий список. Здесь будет список подключившихся. Вот здесь вот это чат. Его можно как-то двигать туда-сюда. Вот эти блоки можно увеличивать, уменьшать. Можно скрывать это все, общий чат скрыть вот это вот меню. Потом раскрыть это меню, раскрыть общий чат. Можно тоже так вот расширить ее. Допустим, чат часто используют, если какие-то дополнительные там фразы, предложения нужно писать. Вот тут пишем слово чат, например, там, добрый день, и так далее. Это все потом ученик сможет потом смотреть по видеозаписи. Это чат. Потом справа это у нас такое рабочее поле. По умолчанию вот такая вот доска у нас здесь стоит с нашей эмблемой. Но сюда нужно будет загружать свои презентации преподавателю. Дальше эти инструменты, чтобы работать с этой доской. Позже о них тоже расскажу. Потом меню. На это меню, в принципе, оно нам не нужно, но оно пригодится, когда вы будете завершать урок. Об этом тоже я скажу позже. Потом внизу видим, плюс, это мы сейчас покажем. Дальше кнопка микрофона. Пока вас слышно, вы можете выключить, например, микрофон. Не отключиться, а выключить микрофон. Нажав «Выключить», у вас, видите, вот здесь вот красный значок встал. Микрофон подключен, но вас не слышно. Видите, он даже не загорается. Вот здесь кнопка, ваше имя не подсвечивается. Есть второй режим. Это полностью отключиться от конференции. Вот если отключиться,
Вот вы отключились от аудиоконференции. Все, теперь ни вас не слышно, и вы никого не слышите. То есть надо повторно подключиться. Снова нажимаете на значок «Присоединиться к конференции». Ну, давайте на этот раз продемонстрирую возможную функцию «Только слушать». Вот вы подключились как слушатель. Видите, ваше имя не подсвечивается. Вы слышите всех, кто сюда подключается, но вас не слышно. В принципе, этим пользуются чаще, или наши администраторы, или там ученики, которые не имеют возможности там из группы, например, группа, да, из 5 человек, и кто-то из группы не может включить, пока нет возможности общаться, и он будет только слушать, к примеру. И вы в этом списке видите, что он слушатель или может разговаривать. Преподавателю эта функция не нужна, поэтому вам лучше сразу подключаться с включенным микрофоном. Вот так вот подключайтесь с включенным микрофоном. И пока ученик не подключился, можете просто приглушить как бы микрофон. Не отключиться от конференции, а выключить микрофон. Да? Вот, теперь вас не слышно пока. Дальше что? Дальше есть камера, транслировать веб-камеру. Это очень такой важный пункт. Просьба ко всем, кто смотрит это видео, отнестись к этому серьезно. Надо включать всегда камеру. Это какие-то очень редкие какие-то случаи, когда без камеры надо заниматься. А тем более, если вы занимаетесь с детьми, у вас всегда должно быть четко, хорошо видно, слышно. Давайте этот момент продемонстрирую. Так, ищем веб-камеру. Вот он при первом подключении тоже просит разрешить использовать камеру. Так, вот мы видим такой некий предпросмотр. В данном окошке вы пока просто настраиваете камеру, то есть вас пока не видно, вы сами себя видите. У вас если несколько камер, то тут можно выбрать, на какую камеру отображать, какое качество. Можете среднее, если у вас хороший компьютер и там мощный интернет, то можете и высокое качество ставить. По умолчанию пусть будет среднее. После этого нажимаете «Начать трансляцию с веб-камеры». И вот тут вот подгружается изображение. Все, теперь вас видно. То есть ученик, когда подключится, будет вас тоже видеть. Вы это можете, конечно, увеличивать, уменьшать, но это не повлияет на остальных. То есть все остальные будут видеть в одном режиме вас. Просто если вы хотите, чтобы не мешало, можете вот так вот уменьшать, можете вот так вот хватать и перетаскивать, например, наверх, направо и так далее. Так что вот как работает камера. Давайте пока я ее выключу. Так, что дальше? Дальше мы загружаем презентацию. Пока ученик еще не подключился, до начала урока, допустим, еще время есть, вы идете сюда загружать презентацию. Нажимаете плюс и видим «Загрузить презентацию». Открывается вот такое окошко. И вот где написано «Перетащите сюда файлы, чтобы загрузить их», или «Выберите файл». Нажимаете «Выберите файл». Открывается окно с вашими файлами. Для этого мы ищем на своем компьютере, вы ищете свои презентации. Допустим, нашли какие-то презентации, у вас на компьютере они расположены, скажем, вот местоимение. Открыть. Все, он сюда прикрепился, и дальше нужно, чтобы оно загрузилось. Вы можете несколько презентаций выбрать, например, вот этот, там какие-нибудь, скажем, еще какой-нибудь выберем глаголы. Все, несколько презентаций. Вот по теме у вас сегодня планируется вот местоимение и глаголы, допустим. Дальше видим вот здесь вот галочка. Эта галочка означает, что по умолчанию будет отображаться вот эта презентация. Или вот эта презентация. Все. И нажимаем «Загрузить».
Все, теперь материалы загружаются. Видим справа вверху. Это видео длинное получается, да, уже 20 минут. Просто стараюсь максимально подробно об этом рассказать. Так, сейчас материалы загружаются. Иногда это очень такой длинный процесс, долгий процесс. Особенно если презентации весят очень много, чем больше там всяких картинок в презентации, то он очень долго обрабатывает. Это в том числе из-за этого нужно заранее подключаться к уроку, хотя бы там за 5-10 минут. В принципе, больше, чем за 10 минут вы и не сможете подключиться. Вот эта кнопка «Начать занятие» появляется за 10 минут до начала урока. Так вот подключайтесь. Видите, я еще и на паузу нажимал запись экрана. Все еще идет загрузка. Ну, в этот момент не обязательно ждать, пока все загрузится. Вы уже можете вести урок, если ученик уже подключился. Ну, давайте, пока наши материалы загружаются, создадим такую ситуацию, как будто ученик подключается к уроку. Вот мы нажимаем это в личном кабинете ученика «Подключиться». Все видим, да, здесь, что подключился ученик. Ну, чтобы не фонило пока как слушатель, пусть он будет. Все, теперь ученик подключился. Так, давайте это свернем пока. Ученик подключился, преподаватель это видит. Что делает преподаватель? Включает свой микрофон. Так, чтобы не фонило. Давайте мы здесь пока так вот сделаем. Ну, по идее, здесь должен быть какой-нибудь значок, что он и либо слушатель, либо уже микрофон стоит. Просто мы его сейчас отключили, чтобы не фонил звук. Так вот, что делает дальше преподаватель? Подключился ученик, видим. Мы включаем микрофон, возобновляем запись. Это очень важно. Возобновить запись, да. То есть даже во время урока надо периодически смотреть сюда, идет ли запись урока. Если не будет записи, то это определенные сложности создает как для администраторов, так и для учеников. То есть в каком-то смысле этот урок может быть напрасным, потому что все ученики рассчитывают, что после урока будет возможность в личном кабинете просмотреть пройденный урок. Поэтому не забываем. Все, идет запись, вас слышно, ученик тоже подключился, вместе здесь рядом с вами появляется имя ученика, и вот так вот вместе с ним занимаетесь. Так, что у нас насчет презентации? Ну, видите, тут хотел быстро продемонстрировать, но так получилось, что это какие-то тяжелые презентации оказались, и они очень долго грузятся. Так, допустим, вот это и есть презентация, хорошо. Что можно делать на этой презентации? Давайте про эти инструменты расскажу. Во-первых, можно на этих презентациях что-либо рисовать, там подчеркивать и так далее. Не всем это нужно, но порой бывает, что нужно как-то что-то выделить, попросить там прочитать вот это, зачеркнуть там неправильное что-то, цвет какой-то другой выбрать и так далее. Размер. Но, тем не менее, может, не всем это надо, но, тем не менее, вам нужно это показать. Но учтите такой момент. У ученика по умолчанию нет такой возможности. Он не может здесь ничего делать. Он видит только то, что вы делаете. Также видите за вашим... Так, давайте выберем обратно руку. Вот за вашей рукой, видите, красная точка двигается. Эту красную точку видит ученик у себя. Давайте вот параллельно вот этот покажу. Вот это урок ученика, как видит ученик. И вот видите, вот мы проводим рукой и говорим ученику, прочти там вот эту вот букву, например. И видите, да, слева красную точку. То есть вот так вот у ученика это отображается.
Допустим, нам нужно, чтобы ученик тоже принял некое участие, чтобы он тоже мог рисовать, там какой-то интерактив хотите создать на уроке, как-то завлечь его. Это очень полезная функция. Для этого мы включаем вот этот режим, вот видите, включить многопользовательский режим. Вот если на него нажать, то тут все присутствующие могут пользоваться этой доской. Но уже каждая точка подписана именем этого человека. Вот в данном случае вот тест. Вот тут вот видим, теперь и ученик может. Видите, у нас ученик тоже появился. Ученик тоже может здесь что-то писать и так далее. То есть, например, вы какой-то тест здесь, допустим, создали, например, с какими-то вариантами, да, вот тут вот такие-то варианты, там, скажем, и вот тут вот их варианты ответов. И говорите ученику, что соедините одно с другим, к примеру, да, и ученик у себя видит вот эту сложную задачу, и он, например, подводит эти стрелки вот таким вот образом. Ну, часто у нас преподаватели тоже так делают. Ну, это уже такое отступление. Мне больше смущает, что это затянулась у нас загрузка презентации. Так, давайте я этот процесс остановлю и другую загружу. Так, не хочет пока. Так, следующий такой момент. Это, так, да, во-первых, можно это все очистить. Следующий момент, это часто бывает, что нужно дать возможность ученику загрузить презентацию. В данном случае у ученика мы видим нету никаких возможностей, никаких кнопок загрузить или еще что-то. Но он выполнил некую домашнюю работу, например, он какой-то текст там в Word напечатал. Для этого мы можем дать этому ученику, нажав на него, сделать ведущим. Вот и загрузилась наша презентация. Да, это, кажется, все-таки тяжелая презентация была. Так, давайте все-таки вернемся к презентации. Вот наша презентация. Также ее видит ученик у себя. Вот это сторона ученика. Видите, также видит ученик. Все, теперь вы работаете с этой презентацией, листаете ее, работаете. Вот внизу вот эти вот стрелки, это листает презентацию, слайды. Эту презентацию можно увеличивать, уменьшать. Например, вот как вы увеличиваете, также увеличивается и у ученика. Например, мы там прямо вот так вот выделили этот текст. Именно вот эту сторону видит и ученик у себя. Видите, да? Можно растянуть по ширине. То есть есть по ширине, ну, уже, шире. В принципе, на такого рода презентации это почти не играет, не имеет никакого значения, никак не меняется размер. Чаще всего это бывает связано с какими-то такими книжными форматами. Сейчас посмотрим, у нас вторая презентация тоже была. Ну, эта презентация тоже у нас получается не книжная. Собственно, вот так и работает. Можно работать с презентациями. Так вот, что мы хотели сделать? Даем возможность ученику загрузить материал. Для этого его делаем ведущим. Все остальное не обращайте внимания, повысить до модератора, исключить пользователя, там приватный чат, вот эти все вещи вам не нужны. Это больше для администратора, который будет курировать вот это занятие. Нужно его повысить, сделать ведущим. Все, теперь у ученика тоже появилась кнопка. Он, во-первых, может тоже листать презентации. Во-первых, может листать презентации и может, вот видите, загрузить презентацию. То же самое у него открывается. Также он может выбрать какой-то файл, загрузить свой язык по своему
домашнее задание какое-нибудь и так далее. Вот. Но не забывайте вернуться обратно, стать ведущим. Вот ученик, например, загрузил свою презентацию, вам надо стать обратно ведущим. Для этого нажимаете плюс и стать ведущим. Все, у ученика пропадает этот плюс, он снова обычный смертный. Так, что дальше? Работаете в чате, листаете презентацию, разговариваете. Обращаю внимание, что все это время у вас включена камера. Также ученика просите включить камеру. Ну, настаивать, заставлять его не нужно, но, скажем так, настойчиво рекомендовать нужно. Особенно если это дети, потому что если выключенная камера у детей, там в 9 из 10 случаев они будут параллельно где-то там в интернете лазить, играться, отвлекаться. Поэтому нужно, чтобы дети тоже включали камеру. Все, урок заканчивается. Мы останавливаем, ну, попрощались, все, с учеником попрощались, останавливаем видеозапись. Также, ну, конечно, здесь есть какие-то мелочи, вот там сохранить чат, какие-то настройки. Ну, это прямо детали, это по ходу вы уже поймете. Я постарался какие-то основные вещи вам показать, и то это, видите, затянулось на полчаса. Надеюсь, видео окажется полезным. Так вот, урок закончился, вы останавливаете запись урока и нажимаете «Завершить урок». И эту кнопку не нажимайте, пока вы не закончили занятие. Вы можете урок закрыть. Это не значит, что вы завершили урок. Вы можете закрыть урок и снова через свой личный кабинет войти на этот же урок. Ну, если, конечно, не прошло там определенное время. Если надо перезайти вам на урок, то вам надо просто или обновить страницу, или зайти в личный кабинет и снова войти на занятие. Ну вот вы закончили занятие и надо завершить урок. Для этого нажимаем вот это вот меню, опции и нажимаем «Завершить урок». Спрашивает, точно ли хотите и так далее, уверены ли. Нажимаем «Да». Все, нас выкинуло, как бы вы вышли из конференции. И ученику тоже, видим, выдало то же самое. Нас перенаправят на главную страницу. Да, теперь у меня теперь пропало. Хорошо, ну, в общем, вот так вот у нас урок завершается. Вот, так, вот вы обратно возвращаетесь в личный кабинет, видим, что урок завершен. Все, это урок состоялся. Также видим, что среди ваших занятий появился этот урок как завершенный. Тут, видите, появился дополнительный значок, нажав на который, здесь вы сами сможете посмотреть видеозапись этого урока, скачать материалы с этого урока. Это происходит не моментально, нужно определенное время, чтобы прошло. Ну, чаще всего там пару часов. Нужно это время на обработку этого урока на сервере. После этого здесь появляются ссылки. Можете посмотреть запись пройденного урока, материалы скачать можете и так далее. Так, также и ученика то же самое. Так, вот такие вот основные моменты. Конечно, мы почти ежедневно работаем над личным кабинетом. Я это видео записываю в середине апреля. Возможно, когда вы будете смотреть эту запись, чуть по-другому будет выглядеть личный кабинет. На любые изменения вряд ли мы будем записывать новые видео. О дополнительных функциях просто будем как-то дополнительно вам сообщать. Стараемся этот личный кабинет максимально упрощать, какие-то удобства дополнительные добавлять и так далее. Вообще даже год назад даже не было у преподавателя личного кабинета.
не говоря уже, что было 5 лет назад. То есть потихоньку мы развиваемся, улучшаем, добавляем удобства как для учеников, так и для преподавателей. Надеюсь, что всем будет комфортно работать. За дополнительными вопросами пишите или звоните нам. Надеюсь, это видео было полезным.